Сейчас здесь посмотрим. Может, здесь кто-то открылся. А, ну, тут кафешка. Кафешка. А там он дальше. Сейчас посмотрим. Вот здесь еще есть какая-то кафешечка. Сейчас посмотрим здесь. А может, о, открылись, все отлично. Сейчас возьмем здесь, значит. Или еще нету ничего? Нет, есть. Так, какое мороженое? Пломбир. Сейчас на кассу надо. Что у нас тут есть вообще? Добрый день. А можно мороженое белое в стаканчике? 100 рублей. Ага. А есть пепси? Бабоньки нет, пепси нет. Лимонад, да, есть вот. Лимонадик есть 0,5 литров. А давайте в стекле. Нет, уже было пол-литровая или литровая, вот он продал ее. В стекле вот давайте, ага. 220. А пакетик какой-нибудь Или дайте. вам с собой? Не, мне, да, мне с собой. Нет, смотри, я сейчас еду на понедельник. Угу. Давай мы подумаем сначала, прикину, как у меня. Мне надо заранее, чтобы она кого-то убрала в 10 часов утра. 220 сейчас. 250. Спасибо. Где-то 11:30 он был здесь. Я за то, что в торговле нет, я из-за этого не переживаю. Это все вот, ну, от двоих одно оставлять салат. Не, ну я когда Леша здесь, мне Андрюшка, Леша все равно что такое. Все. Взял лимонад и мороженое. И можно ехать загорать. Людей нету еще. А что, май месяц. В мае месяце особо никогда и не ездили. Ну, на майские праздники приезжали. И все. Потому что море еще холодное, а в основном же едут все, у всех отпуск с детьми там, ну, либо так, хотят покупаться. Не только походить по набережной, там, по паркам или по чем там, по дворцам, а и позаграть, ну и покупаться, естественно. А в мае вода не такая уж и теплая еще, 15 вот максимум. Ну, может, в конце мая там где-то градусов будет 18 и все. Максимум 18. Мчим на пляж наш. Где там наш пляж? Покажите наш пляж.
Сейчас как раз солнце такое нормальное. Сейчас как раз градусов. Так, здесь наш пляж. Ну, походу, да. Или дальше там нет. Похоже, здесь. Наш пляж, похоже, здесь. И мы будем лежать под солнцем. Все отлично. Сейчас он выпадем здесь. А велички, не знаю, может поставить здесь в тенечек его. О, сейчас поставим здесь вельчик. В теньке вот так вот. О, стой, в теньке. Нет, сюда надо еще поставить его. Вот так вот. Все, пускай стоит, отдыхает. Все, мы сейчас располагаемся и будем загорать. Так, крем надо нам достать. Все, сейчас позагораем, отдохнем часик-другой и поедем потом домой попозже. Включение спартанита. Позагорали, отдохнули часика два где-то и выезжаем домой в Ялту. Людей не было на пляже, пару человек только что-то там лежали и все. Так что кайф, кайф. Чуть-чуть подзагорели. Это только первый день, мало еще. Надо будет завтра ехать загорать, наверное, в Семиис. Завтра махнем. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Сейчас вот как раз в мае самая такая погодка обалденная для загара. Так что надо позагорать с дня 3-4. Сейчас тут надо выехать отсюда. По Партениту сейчас тут проедемся и на выезд на трассу до Ялты. Получилось 25 километров у нас. Даже не 25, где-то, наверное, 24 500. Потому что я еще спустился, потом еще до Замороженном поехал туда-назад, в конец набережной. Ну, где-то, ну, грубо говоря, будем считать 25. Вот с Ялты 25 и назад 25. Полтинник. Съездили на пляжик. Позагорали.
Включим какую-нибудь музычку другую в наушниках. Поднимаются с колясками на подъемчик такой. Ну да, по ЮБК много таких мест, что надо на море спускаться, особенно вот от Алушты до сюда, до Роса. Ну, есть прям такие, что прям на берегу. Ну, гостиницы, гостевые. Нет, гостевых домов практически нету, которые на берегу. В основном гостиницы, отели такие именно нормальные. Ну вот, ну так у них ценник же там, а многие себе позволить не могут, поэтому берут от моря минут 5, там 7, 10 по цене, ну, по бюджету, которая цена подходит. Вот. Ну и естественно надо спускаться, подниматься. Вот, о, кто-то на веле тащит. Давай, братан, тащи. Вкручивает тяжко, что-то трещит там, что-то у него. Трещит трансмиссия. Ой, в яму. Все, на выезд. Прощай, Партенит. Мы поехали к себе в Ялту. Загорать дальше. Ветер. Там ветра практически не было, не ощущался, а здесь ветер, блин. По трассе сейчас тоже будет ветер. Ну а что поделаешь? Как-то так, да.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Красоты Портенита, да, все зеленое, кипарисовый рай, кипарисовая есть аллея, а это кипарисовая трасса. Фух. Так, одного деления нет у нас. Это понятно. Второе деление должно пропасть через сколько? Это 15 где-то, грубо говоря, через 3 километра. Посмотрим, через сколько пропадет. Едем со скоростью 15. Тут такой идет как бы подъемчик небольшой. Туда, когда едешь, идет спуск полностью, а когда назад едешь, подъемчик к трассе. Ба. Па-па-па-па-па. Тара-тара-тара-тат. Фух. Все. Почти выехали, да, он сейчас с этим поворотом уже трасса. Фух. Так, все. Выезжаем сейчас.
отсюда. Что там машины едут. На выезд едут. А нам сюда надо. Налево. Никого нету. Поехали. Ветерок. На трассе ветерок. О, пропало деление. 3 деления осталось. Это как минимум на... на турбо это получается 45 километров. А нам тут ехать... А нам ехать 20 километров. Так, ну все, будет уже включение в Никите. Кто тут что, едешь и едешь. Все, включение из Никиты. Доехали в Никиту, спускаемся к Никитскому ботаническому саду. Ну и там вокруг. Короче, спускаемся в самый низ, а потом из Никиты едем дальше через этой нижней дорогой в Ялту. Здесь машин меньше, так что нормально. Только что стал еще раз колесо, ну, с Спартанитов до Никиты доехал. Нигде не останавливался. Уже здесь в Никите стал. Колесо подкачал. Ну завтра по-любому надо нести мастеру, что он пускай разбортирует. Я так думаю, скорее всего, 100%, что часть ленты отклеилась. И вот оно сифонит. Потому что там у меня герметик, а оно уже давно заклеило. Там с одной спицы таровит. На спуск идем, на спуск. Уже вроде как задние колодки подстерлись. Надо будет снять колесо, да, когда сниму, надо будет посмотреть, что там.
Проехали Никитский ботанический сад. Сейчас, наверное, бахнем на Массандре кофеек, если немного будет людей. А если много, то поедем на ту набережную, на Приморскую поедем. Ну, в футболке еще кататься рано. В шортах уже как бы получается второй день я нормально, а вот в футболке было холодно еще. Ну, может быть, днем нормально, но вот под вечер как бы уже все. В футболке холодно. Кататься вот именно так, ходить, да, нормально. А кататься в футболке вечером еще прохладненько. Ну вот к 6, к полседьмому еще так не так уж и жарко еще. Я в двух таких легких кофтейках. Легких кофтейках двух. Айша, Айша. Ты-ты-ты-ты. Айша, Айша. Вон ветер. Какой тут ветер. А солнце светит. Притопим. 40. 43. 45. Залетели. Яма. Что у вас? Нету люка, чтобы ее закрыть? Айша, Айша. Ой, не рассчитал, не переключился. Отрадная.
Отрадное Сити проезжаем. Подъем куда-то наверх. В лес. Капец, тут ветер. Жесть. Ремонты тут. Какие-то ремонты с трубами. О-хо-хо-хо-хо-хо. На мопеде. Давай, братан, газуй. Вот и доехали до Ялты. Сколько? 46 километров. Ну да, еще 4 километра домой. Римбамба, 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 римбамба. Римбамба. Construction.
Техник. Что это такое, интересно? Гостиница или что это? Все время проезжаю и непонятно, что это. Но это Палма Мэр, это какая-то гостиница, да. Палмира Бич Ресорт. Давай, езжай уже, КамАЗ. КамАЗ-маз. Сейчас будет Ялта Интурист. Ялта Интурист. Фух. Машин полно на парковке. Строят еще, вон, окна вставляют, провода, мавода, еще стройка полным ходом идет. Колесо заднее заносит. Полуспущенная. Ну, слава богу, что я съездил туда и назад. Хватило доехать туда и назад. Ладно, завтра отнесем уже. Посмотрим. Фух. Вот и доехали. Сейчас на спуск. Эй, шабака. Шабака-барабака. Два деления. Переключилась. Ну тут тоже, кстати, ветрено, как и в Портените было. — 48 км. 21 градус, нифига себе. Фу. — 21, вода 12. Я думал
14. А вода 12. Всего лишь. Ладно. Заблокировать надо сенсорный кран.